В Жайрахском районе прямо сейчас проходит обучение альпинизму студенты пожарно-спасательного колледжа. В прошлом году между руководством альплагеря и СУЗа был подписан договор об обучении будущих спасателей скалолазанию под руководством инструкторов Кязи. Для этого в альплагере созданы условия: палаточный городок со всеми коммуникациями и коммунальными услугами, опытные инструкторы с навыками покорения разного рода вершин. Студенты пробудут в лагере несколько дней. За это время им предстоит пройти обучение от теории к практике. Как это будет происходить, подробнее расскажет наш корреспондент Адам Мережков сейчас из Кязи на прямой связи с нами. Адам, приветствую тебя. Как там с погодой сейчас? Здравствуйте, Хава. Сегодня мы находимся в альпинистском лагере Кязи, где стартовали учебно-тренировочные занятия курсантов ПСК «Сунжи». Тренировка будет проходить по скальным маршрутам 1Б категории сложности. Сегодня они будут обучаться основным правилам альпинизма на учебном скальном рельефе с целью проведения зачетного восхождения первой категории трудности. Напомню, что в течение нескольких месяцев курсанты ПСК проводили теоретические и практические занятия с инструктором горного клуба УАЛ. Им предстоит переночевать в альпинистском лагере, приготовиться и совершить восхождение. И все это за 3 дня. Напомню, между горным клубом и колледжем по поручению главы республики было подписано соглашение о сотрудничестве и обучению основам альпинизма курсантов пожарно-спасательного колледжа. Предполагается, что это сотрудничество позволит студентам получить дополнительный опыт и знания от опытных альпинистов и инструкторов. Соединение пожарной подготовки со спецификой альпинистского и горного спасательства является важным компонентом образования будущих пожарных спасателей, поскольку они должны быть готовы к различным ситуациям и трудностям в экстремальных условиях. В общем, пройден этап начальной подготовки, и сейчас осталось получить значок альпиниста России. Со мной сейчас рядом находится президент Федерации альпинизма и спортивного туризма Республики Беслан Гудиев. Беслан Султанович, расскажите, как у нас, с чего стартовал первый день, что предстоит ребятам сегодня? Сегодня совместно с курсантами МЧС колледжа Сунжи у нас здесь проходит сбор будущих альпинистов Ингушетии. Впервые тоже. И они совместно сегодня после построения, сейчас ознакомление, построение, инструктаж, и идут на скалу заниматься практически тренировкой. Потом завтра на рассвете выдвинутся на вершину Гиря, категории сложности. И уверен, что из этих ребят, которые сейчас изъявили желание понять, у нас даже девчонка есть, но была Марина, одна женщина, она решила, но я боялся, не смогла. И они получат значок альпиниста России. Это очень почетное звание для альпинистов России. И вот у нас будут свои альпинисты. Помимо курсантов пожарно-спасательного колледжа, мы знаем, что и будут тренироваться изъявившие желание граждане. Расскажите про них. Много ребят вообще? Ну, сегодня должны были приехать больше, но по обстоятельствам не смогли с Москвы приехать ребята, которые занимаются. Но сегодня у нас здесь 10 человек. И они будут сегодня тренироваться, переночевка здесь будет в лагере, также с курсантами. Ну и взаимно связаны заниматься. А в третий день? Третий день после завтра восхождения утром мы 5 часов уходим на маршрут. После спуска завтра вечером отдыхаем. Послезавтра утром построение, награждение значком альпиниста России с книжками. И пришли просто кандидаты в альпинисты, уйдут отсюда альпинистами России. Вот такие вот у нас планы. Дорогие телезрители, будем ожидать, смотреть и будем транслировать, надеюсь, третий день, когда будут подводить итоги.